ноч напярэдадні расквецілі сотні ліхтарыкаў, якія склаліся ў словы «Стаялі насмерць», а потым «Помнім, гордимся». А ў дзень пад гукі аркестра і пад песню «Дзень перамогі» строй вайскоўцаў ператварыўся ў юбілейны надпіс. Нынешние защитники Родины – это внуки и правнуки тех героических людей, ветеранов, которые защищали нашу страну. И сегодня именно на них, на защитниках, сегодняшних защитниках Родины ответственность за сохранение истории и памяти о той героической победе. 38-я десантна-штурмавая бригада з'яўляецца перапрыемніцай 105-й гвардейскай стралковай дывізіі, якая была створана ў час Вялікай Айчыннай вайны. За мужнасць і гераізм пры ўзяцці гарадоў Тата і Дзевічэр узнагароджана ордэнам Чырвонага Сцяга, а за вызваленне аўстрыйскай сталіцы дывізіі было прысвоена ганаровае званне Венскае. 9 мая поистине великий праздник. Это праздник со слезами на глазах. Это праздник, когда блеск орденов наших ветеранов говорит нам о том подвиге, который они совершили, начиная с 1941 года. Ведь эта победа давалась нелегко, но то мужество и героизм, которые они проявили, его невозможно описать ни в одном учебнике. Напярэдадні дня перамогі урачыстая акцыя адбылася ў сярэдняй школе номер 9. Тут заклали аллею памяти. Наша школа располагается на улице Наганова, который Алексей Федорович являлся одним из защитников Брестской крепости. Но мы помним не только его имя, помним имена и многих других героев. Поэтому педагогами, учащимся школы было принято решение в этом году высадить аллею памяти. Великая Отечественная война затронула и нашу семью. Мой дедушка воевал на территории России, к сожалению, пропал без вести. Но мы не забываем о нем, и каждый праздник мы вспоминаем. В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно — сохранять память о защитниках нашей Родины, так как они принесли нам эту победу и сегодняшнее мирное небо над головой. Юбілейная дата 75-годдзя перамогі сёлета гучыць асабліва урачыста, але подзвіг народа незабыўны ў памяці нашчадкаў штодзень. Евгения Мороз, Роман Филютиш, Вячеслав Сянкевич, телерадиокомпания «Брест».